Еврорадио.ФМ. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Сёння ў нашых гасцях удзельніцы праекта «Міс Свету плюс сайз» Ванесса Марская і Марыя Разумова. Прывітанне, дзяўчынкі. Прывітанне. Добрый день. Прайшлі кастынг і апынуліся ў 20 лідараў. 5 фіналістак прадставіць нашу краіну на конкурсе «Міс Свету плюс сайз», які пройдзе ў Киеве з 5 да 10 лістапада. Я ж нагадваю, што наш жывы эфір можна слухаць на нашай афіцыйнай старонцы Еврорадио.ФМ, таксама сачыце за нашымі жывымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках, Кантакце. Пакідайце, калі ласка, свае пытанні. Мы пачынаем, і перш чым добра пазнаёміцца, напэўна, ўсё ж такі адразу паразмаўляем пра конкурс. Дзяўчаты, распавядзіце, дзе вы прымаеце ўдзел, што за конкурс, якія ўмовы, як вы ўвогуле вырашылі туды пайсці? Мы участвуем в конкурсе «Королева Excel». Это своего рода «Мисс Беларусь плюс сайз», которую организовала Евгения Тюленева. Она вернулась в 2017 году из Сингапура с конкурса «Top of the World» 2017 плюс сайз, и привезла вице-мисс в нашу страну, и сегодня является национальным представителем этого мирового конкурса. И, собственно, «Королева Excel» — это наш национальный отбор в международный конкурс. Все верно. Як проходит этот отбор? Ну, достаточно очень интересно, потому что первый этап, когда вообще как это происходило, было 149 заявок, по-моему, да, и из 149 заявок, анкет, выбрали 50 девушек, которые уже проходили непосредственно сам кастинг. Он происходил 30 сентября в ДК «Галерея». Вот, и в принципе было очень интересно, потому что было жюри, в основном пресса, и это было для многих девушек такой новый этап проверить себя, как правильное общение с прессой, как реагировать на любые вопросы, как вылазить из таких интересных вопросов, вот. И после этого мы уже все очень долго ждали, когда будет ответ, и получили статью на Тутбае с утра, по-моему, да, вот, и там было известно топ-20 девушек, которых достоили чести, чтобы они прошли дальше, скажем так, полуфиналисток. Вот. И затем уже был первый этап, из которого выберут 10 девушек, которые уже непосредственно войдут в следующий этап. А всего будет только 5 финалисток. Но кто пройдет десятку, мы узнаем завтра вечером. Да. Поэтому... Либо завтра вечером мы узнаем одну девушку. Нет, сегодня мы узнаем одну, которая выиграет по итогам голосования. Точно, сегодня же пятница. Да, сегодня, кстати, голосование продолжается до 6 вечера на сайте газеты «Комсомольская правда». Можно оставить голос за меня, за Ванессу и за всех, кто вам понравится. Поддержите нас лайками. Возможно, кто-то из нас пройдет в топ-10, потому что победительница этого голосования автоматически проходит в десятку. Да, на самом деле это очень большая возможность. Даже это очень интересно наблюдать, как люди голосуют, они выбирают своего любимчика, ту девушку, которую они могут спасти. И вот сегодня, да, это будет известно. И даже мои родственники из Нигерии даже начинают голосовать, подняли такой кипиш в Фейсбуке. Вот, WhatsApp разрывается просто максимально. Вот, я думаю, что будет действительно интересно итоги посмотреть. Усе галасуем. Дзяўчата, скажыце яшчэ, калі ласка, як увогуле праходзіць адбор, так? Я ведаю, што менавіта усіх правіл вы нават не ведалі, так, да пачатку кастынгу, так? Што там будзе, што там планавалася. То бок, я чытала, што журы трымала ў сакрэце, так, некаторыя там, ну, конкурсы, так, да апошніх дзён. Мы действительно ничего не знали, и до сих пор это тайна, то есть мы готовимся к каждому этапу. Не готовимся, нам просто говорят: придите туда-то, туда-то, оденьтесь прилично, возможно, будет пресса. Ну и мы приходим туда-то, туда-то и уже узнаем, что будет, как будет и так далее. На первом кастинге у нас было просто обязательным условием перейти в черной одежде, облегающей, чтобы было хорошо видно фигуру, и непосредственно себя проявить со всех сторон. То есть ответить на все вопросы судей, проявить себе свои творческие таланты. Ну, мы с Ванессой пели, вот. Кто-то танцевал. У нас есть девочка с нами в 20-ке, которая садится на шпагат.
и вообще преподает, по-моему, пластику женскую. Да, она ведет женскую группу и преподает самопластику. И несмотря на то, что как бы плюс сайз, у нее там все шпагаты, и поперечные, и какие там только еще можно. Это круто, выглядит на Да. самом деле здорово очень. И это так приятненько смотреть, наблюдать, что девочки в теле живут в полном смысле жизни. Ванесса, а скажи, калі ласка, якія пытанні задавалі табе? Ой, надо вспомнить. Но перед тем, когда мы вышли, мы выходили пятерками. Я была третьей, и мы заполняли до этого анкету. Нам нужно было ответить на 15, по-моему, вопросов. Это было тестовым таким первым заданием, скажем так, и сдать это до определенного времени. Вот. И мы это сделали. И мне задавали такие вопросы. Самый мой любимый. Как по вам поймут, что вы из Беларуси? Но это самый мой любимый вопрос, на который я ответила просто, как это вообще происходило. С детства у меня, я думаю, как все уже знают, я афро-белоруска, у меня папа африканец, мама белоруска. Вот. И в детстве, да, я когда-то выступала в народном костюме, с кокошником, знала прекрасно белорусский язык. А теперь представьте, пожалуйста, да, все дети, весь коллектив стоит, и по центру стоит Ванесса, шоколадный ребенок в кокошнике и в белых колготах. Но это правда, это было... Я теперь понимаю, почему я была солисткой этого коллектива, да? Вот. И с помощью... я объяснила это жюри и сказала, говорю, если понадобится одеть кокошник и белые колготы и накрасить губы опять красной помадой, то я это сделаю. Ну, и это был самый любимый мой вопрос. Ну, выдатная просто гісторыя, вельмі блізкая, таму што я таксама спявала ў народным ансамблі. Я памятаю, як гэтых дзяцей усіх абавязкова чырвоная памада, абавязкова просто ўсё гэта размазанае, ўсё гэта, и ты ходишь. Белые колготы, белые туфли, шпильки, и затягивают волосы так, будто ты постоянно улыбаешься, даже если не хочешь, нужно улыбаться. Ну да, было такое детство. А что пытались у тебя? Ой, у меня на самом деле, меня спросили все жюри, все судьи, каждый представитель что-то меня спрашивал. Я, честно говоря, не очень помню, что. Знаю точно, что я рассказывала басню на белорусской мове, когда у меня спросили, если вы поедете представлять нашу страну, допустим, то каким образом, что интересного связано с Беларусью, вы сможете рассказать, либо как-то показать. Я рассказывала очень классную басню. А можешь трошки рассказать так? Ой, она длинная очень, эта басня. Трошечки вось. Чия гэтая басня? Басня Кондрат Крапива «Чорная бяда». Жги. Аднойчы ехалі ў вагоне дамы. Адна з дзіцём была між іх. Малы прыціснуўся да мамы ды пазіраў на ўсіх. Прыгожы, чорненькі, курчавы. Відаць, што хлопчык быў рухавы, але сядзеў спакойна ён. Цягнік, напэўна, і вагон в жыцці дзіцячым былі новай справай. «Паслухайце», — спытала тут адна з жанок, «вы белыя? А ваш сынок, даруйце, нібы чыгунок. І як такое можа ўтварыцца? Зусім няма чаму дзівіцца», — зірнула маці на паліцу, дзе пад столлю дагары адпачываў мужик яе стары. «І з вамі можа гэткае здарыцца». Аднойчы лесам я ішла, збірала спелыя суніцы. Вось бачу, за куста выходзіць чалавек. Я век не бачыла такога чалавека. Зарослы барадой ад шыі да павекаў. Я так спужалася тады ягонай чорнай барады, што ледзьве ў непрытомнасці не ўпала. Але ўсю сілачку сабрала, ды цякаць ад чорнай той бяды. Бягу, не дыхаю, а ён за мной. Трасе сваёй кудлатай барадой. Я за асіну, ён за мной. Я за арэшнік скок, і ён туды. І ледзьве я ўцякла ад чорнай той бяды. І вось, спалоханая дзедам, я і нарадзіла хлапчука, як чорнага грачка. «Магчыма», — усміхнулася суседка. «Цікавы выпадак і рэдкі, але здаецца мне між іншых спраў, што вас той чалавек тады дагнаў». Выдатна. Я думаю, что после такой басни вам, девчата, треба просто у двоих у финал просто, и одна за другой просто представить нашу Украину. А скажи, ты кажешь, что ты спевала по-белоруску? Да, когда-то было. А ты можешь узгадать некую песенку, якую ты спевала? Ой, в детстве. Знаете, такое никогда не забыть. Я даже помню, как назывался этот коллектив. Меня, наверное, разбудить в час ночи, и я скажу, даже вот вспомню. Нет. Хотя
Лауреат международных фестивалей, образцовый фольклорный ансамбль «Жавороночки», да. Ванесса танцевала в ансамбле «Жавороночки» под руководством Натальи Бояльской, да. Наталья Павловна Баяйская, гэта вельмі цудоўны эфір. Знаком? Зараз толькі што я даведалася пра тое, што мы з Ванессай танчылі і спявалі ў адным ансамблі беларускім. Ну, значит, нам песни очень даже знакомы. Да. А вярбішеньку памятаеш? Нет. Не, а что ты памятаешь? Я помню, ну там же столько было разделей, этот колядный раздел. Я помню... «Гуканье весны». Вот, «Гуканье весны» помню. Я помню «Жавороночки». Кто-то ее написал, какой-то композитор, эту песню. Наталья Павловна, она постоянно заставляла нас ее учить. Поэтому помню, ну вот, что прям слова, надо, наверное, посидеть мне минутку, вспомнить. Добра, мы думаем, что калі у нас будзе перапыначак, мы узгадаем какие-нибудь словы, мабыць, нешта праспяваем. Что касается басни, кстати, я ее реально рассказывала. Сейчас в этой ситуации она прозвучала максимально комично. Я с этой басней когда-то поступала в университет культуры на кафедру режиссуры праздников. И правда, вся комиссия тогда тоже лежала от смеха. Вот сегодня в нашем эфире, по-моему, «Черная беда», Ванесса. Это ты. Дзяўчаты, слухайце, а што распавядалі іншыя удзельніцы? Я ведаю, што не ўсе там танчылі, не ўсе спявалі, нехта прыйшоў з гісторыямі. Мабыць, вас трошки нешта зачапіла таксама. Ну вот история Ирины Ваницкой, да, то, что она психологически точно не У скажу, нее история наверное. про расстройство пищевого поведения, о том, что от нее отвернулись друзья и близкие, когда она начала набирать вес, и она это проработала в себе и сейчас живет так, как хочет жить. Это очень классная Полной история, жизнью, на да. самом деле. И она не супер плюс сайз, то есть ее размер, наверное, L там, Эль, да? все верно. Да, ну, собственно, с этого размера начинается плюс сайз, то есть она среди нас худышка. Цікава тое, што увогуле, не ведаю, шмат у каго ёсць комплексы. Так? Ой, это і мне очень здаецца, много. што шмат хто лічыць сабе зараз там плюс сайз, нават калі ў яго там элька ці нават эмка, так? Вось я часта чую такія гісторыі, але ж я ведаю, што журы прынцыпова выбірала так, каб памер адзення быў не менш за 46, так? Да, все верно. У нас есть участница, у нее 46 размер одежды. Мы ее считаем худой. Или называем между собой дрыща. Ну, потому что для нас она очень, именно как бы это ни звучало, для такого модельного бизнеса она считается худенькой. Хотя в Америке принято считать, что XL это тоже такой небольшой размер. Даже посмотреть среднестатистических американских моделей, они все высокие, и просто XL у них идет за счет своего роста. Поэтому, да, принципиально было от 46 размера. Ясна. Я ведаю, што шмат дзяўчынак нават пакрыўдзіліся, што іх не прынялі ў гэты кастынг менавіта праз тое, што яны не супадалі з гэтымі рамкамі. Так было? Такого я не видела именно на самом кастинге, нет. Чтобы супер такие, например, размер М, там было очень мало девочек, очень. Поэтому такого я не видела, что они не совпадают именно по фигуре. Ну, честно, даже в нашей двадцатке есть девочки, которые видно, что плюс сайз, а есть девочки, которые, знаете, как у меня немножко есть опыт работы моделью, такие модели тоже приветствуются и сейчас пользуются спросом, потому что есть вот стандартные модели 90-60-90, есть плюс-сайз модели, идеальные параметры 110, 80, 110 у модели плюс-сайз, это обязательно фигура песочные часы, и чтобы рекламировать одежду, это зачастую одежда, то нужны тоже как бы и фигура, и пропорции. Соответственно, есть среднее между этими двумя понятиями, которое называется у нас в белорусском модельном бизнесе «обычная девушка». Ну, то есть вот чтобы все женщины, которые смотрят рекламу одежды, понимали, что так это же она вот на меня похожа, я же точно вот такая же, чуть-чуть поправилась после родов, либо там вот похудела после там родов, да, и вот это вот мой размер, и поэтому такие габариты тоже имеют место быть. Мы працягнем нашу размову пасля невялічкага перапынку. Сачыце з нашым эфірам.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. Карыстальнікі, якія зайшлі на сайт Міністэрства адукацыі, заўважылі, што антывірус яго блакуе. Пра гэта парталу Тутбай распавёў чытач Валерый. Ён адправіў спасылку ў лабараторыю Доктар Веб і атрымаў адказ, што з гэтага сайта распаўсюджваюцца шкодныя скрыпты, прызначаныя для майнінгу крыптавалюты на кампутарных наведвальнікаў. Пакуль у браўзеры наведвальніка адчыненая гэтая старонка. Прэс-сакратар Мінадукацыі Людміла Высоцкая паведаміла журналістам, што такая праблема існуе з раніцы 11 кастрычніка, але спецыялісты працуюць над яе ліквідацыяй. Сайт павінен аднавіць працу бліжэйшым часам. За рэдкім выключэннем жыхары нашай краіны спраўна плацяць падаткі. Пра гэта расказаў міністр па падатках і зборах Сергей Налівайка. Па яго словах, тых, хто заніжае падатковую базу ў Беларусі, менш за 1%. Падатковыя дэкларацыі, якія падаюцца ў электронным выглядзе, сёння аналізуюцца аўтаматычна. Звесткі аб знойдзеных памылках сістэма накіроўвае плацельшчыку. Па словах Налівайкі, за першае паўгоддзе 2019 года накіравана 26 такіх апавяшчэнняў. 96% плацельшчыкаў выправілі памылкі ў суме, даплаціўшы ў бюджэт каля 200 мільёнаў рублёў. На саміце кіраўнікоў краін СНД ў Ашхабадзе Александр Лукашенко заклікаў падтрымаць дзейную ўладу ва ўкраіне. Па яго словах, лідары краін СНД павінны бачыць тэндэнцыю згарнуць, скруціць і зрынуць новае кіраўніцтва ўкраіны. Але дапусціць гэтага нельга. Паколькі ўжо зараз зразумела, хто пасля гэтага прыйдзе да ўлады. Дарэчы, Александр Лукашенко ўжо заклікаў падтрымаць Уладзіміра Зяленскага, калі звяртаўся да прадстаўнікоў Еўропы на форуме «Мінскі дыялог» 8 кастрычніка. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё для Беларусі. Еўрарадыё.фм. Сябры, мы вяртаемся ў студыю жывога эфіру Еўрарадыё. Нагадваю, што з вами працуе Марыя Вайтовіч, нашыя госці, удзельніцы праекта «Міс Свету плюс Сайз», ну, пакуль «Міс Беларусі плюс Сайз», яшчэ Ванесса Марская і Марыя Разумова. Яшчэ раз прывітанне. Да вас мы працягнем нашу размову, напэўна, з таго, што вось я ведаю, што адна з самых вядомых плюс-сайз мадэляў Эшлі Грэм у школе пакутавала ад абраз аднакласнікаў. Так, тыя дражнілі яе грузавой фурай нават, так? Што не перашкодзіла ёй стаць вось паспяховай і знакамітай мадэллю. Скажы, калі ласка, Маша, як увогуле было ў цябе? Ці ты можаш увогуле згадаць, ну, калі гэта ты можаш згадваць, калі цябе гэта не моцна бянтэжыць, як цябе жылося і што увогуле змянілася зараз у свеце, у асяроддзі і твоим ставлении? На самом деле мне всегда жилось замечательно. Вот правда, я как-то, наверное, воспитана так хорошо. У меня замечательная семья, меня никогда не обижали, не унижали в семье, никогда не говорили, что я какая-то не такая, как все. Я почему-то с детства была очень умным ребенком и понимала, что я немножко больше, чем свои одноклассники, вот прям с детства. И даже с момента рождения. Вот. И разумеется, дети, в принципе, все по натуре своей жестокие. Хотят они того или нет, они говорят всю правду матку. И, конечно, меня обзывали толстой. Но я не могу сказать, что меня это прям конкретно цепляло. Точно нет. Ну, либо где-то очень глубоко, и меня так в семье это все меня лечили, что я этого не помню. Правда, не помню, вот, чтобы я прям волновалась, переживала, садилась на какие-то изнурительные диеты. Такого не было вообще никогда. Поэтому тут еще очень важный фактор играет то, что я с детства творческий человек, и я всегда на сцене. И даже если нужно было сделать какой-то номер, и мы с преподавателями даже в детском возрасте могли самоиронией шутить. И у нас однажды в школе был такой номер,
я пела за принцессу из бременских музыкантов. Вот это «Ничего я не хочу». А маленький мальчик из 1 класса, я была уже там подростком большим, да, у меня было розовое платье, которое взяли в костюмерке, оно на мне не сходилось, и сзади его просто перешнуровали как можно больше, и я спиной не поворачивалась к залу вообще, я передвигалась боком, как будто я на палочке какой-то. Я пела «Ничего я не хочу». А маленький мальчик из 1 класса, худенький маленький Никита, он был типа королем. И он был в этой вот шапке, и он пел: «Что ж ты, девочка моя, трубадурочка, посмотри, как исхудала фигурочка». И я такая: «Ничего я не хочу». Весь зал просто по оку там валялся, это было очень смешно. И я никогда не стеснялась смеяться над собой, с самоиронией относиться, после чего... Ну вот, наверное, с этого, со школьных времен, с игры в КВН и всех прочих вот этих историй, я научилась принимать себя такой, как есть, найдя в себе творческий потенциал, то есть выставлять только лучшие свои стороны на показ, а то, что я не подхожу кому-то под параметры, ну, если я вам не подхожу, не общайтесь со мной, не дружите, это, наверное, будет более правильное решение, чем я буду подстраиваться под общество, которое меня оценивает лишь по внешности, которое не подходит под их какие-то параметры. Ванесса, а какая история у тебя была? Ну вот помнишь, ты брала у меня когда-то интервью о том, что больше даже не том, что полное, а по цвету кожи. Все-таки, да, действительно, это сейчас принимают как бы темнокожих. Сейчас это стало нормой, а сейчас нету такого расизма и прям жестокого. В детстве я больше столкнулась с расизмом, хотя, в принципе, полной меня называли. Ну, как бы, когда я пошла на вольную борьбу, больше никогда не называли. Правильно. Вот, но был момент в основном именно с цветом кожи. Когда они уже поняли, ребята, что про цвет кожи уже не проходит, да, не цепляет, уже потом начали, что полная. Но я же говорю, что после похода на вольную борьбу, после того, как один раз я отметила старшеклассника на всех на глазах, да, черное дитё избило белое, вот. Мама в школу. Черная беда. Мама как раз-таки сказала: если у вас не получается защитить мою дочь, она будет защищать себя сама. Я ради этого и отдала ее на вольную борьбу. Вот. И, в принципе, все. Как бы такого прям жесткого троллинга с полным весом, наверное, нет. Были только девочки, которые завидовали мне, потому что на школе была такая, competition, соревнование. Вот. И соревнования по вокалу, естественно. И когда девочки уже понимали, что ничего сделать не могут, тогда уже был ход конем полный. Хотя в детстве я была размера небольшого, наверное, М, вот где-то так, а потом уже началась выросла. хорошая жизнь. Да. Калі таксама не моцна інтымнае такое пытанне, так вось ты кажаш, у тебе быў там памер М, так вось пасля ты трошки вырасла. Скажы, калі ласка, ці было ўвогуле складана прыняць сябе вось такой, таму што заўсёды ёсць усё ж такі пакамість такое ёсць стэрэатып, так, і шмат дзяўчат хочуць быць такімі статнымі, так. Адзенне у нас доўгі час, зараз напэўна нешта мяняецца, але ж доўгі час, я памятаю, сама прыхожу, шукаю там памер, які трошки больш за МЛ, там нешта такое, і цяжка знайсці, таму што тое, што ёсць, хутка разбіраюсь, так, і пасля ты не можаш. Вось як было у цябе? Сейчас, секунду. Да, вообще как это произошло? У меня был друг, и есть по сей день, который шикарный повар. И мы все прекрасно понимаем, а я готовить, я и готовка, это мы вообще не дружим. Я умею готовить десерты, все. На этом мы и остановимся. Вот. И каждый раз, когда я приходила домой, он ко мне приходил домой, мы смотрели там фильмы, тусили, он готовил. И он обижался, когда я не доедала. Заставлял меня доедать. Так и произошло, что оп, ой, что-то джинсы не застегиваются. Наверное, Ванесса растет. Вот. Не то, что там у Ванессы растет, а просто Ванесса растет. Вот. И тут Ванесса смотрит на фотографию до и что сейчас, и понимает, что как это произошло. И на самом деле было очень тяжело, потому что все близкие начали давить на это. Вообще подумали, что я беременна. Но об этом ладно.
Потом все начали давить на вес. Что вот, ты толстая, это некрасиво, это ненормально. Но я была еще больше. Я была, наверное, набрала плюс 40 килограмм. Я была еще больше. И я не принимала себя, в принципе, понимая, что я красивая, лицо красивое, а мне тело мое не нравится. Вот. И потом я похудела. Я похудела на 20 килограмм. Правильное питание, тренажерный зал, все это было. Вот. И затем, когда я похудела на 20 килограмм, я остановилась и поняла, что все, вот это вот мое тело, которое мне достаточно, меня устраивает свои формы, мне устраивает тот же цвет кожи, все во мне устраивает, то, что во мне есть. И вот, наверное, осознание того, что вот ты эксклюзив, ты единственный человек, и такого в мире больше нет. И то, что у тебя есть, как бы это ни звучало, это действительно храм, это твое тело, это твой дом. И принятие, в первую очередь, себя, своих минусов и плюсов. Конечно же, я могу шутить над собой, я люблю шутить, я научилась это делать. Вот. Но в первую очередь это все начинается с принятия себя, потому что мне тоже в Инстаграме девочки спрашивают, как так получается. Просто принять, но мы не избавимся от этих. Конечно, я могу резко перестать чувствовать себя комфортно и начинать там худеть до 90-60-90. Но я никогда не была 90-60-90. Посмотрите на любую афроамериканку, либо же на кого, кто там был когда-либо 90-60-90. Той же Наоми Кэмпбелл были формы. І то она спеціально худела. Вот, поэтому как-то так. Маша, а скажи, калі ласка, вось ты, так? Зараз вядзецца шмат спрэчак вакол бодзі-пазітыву увогуле. Таму што, адныя мяркуюць тое, што бодзі-пазітыў гэта людзі, якія, прыхільнікі бодзі-пазітыву, так, людзі, якія не сочаць за сабою, так, яны проста вось ядуць, вось і ім, супер, ёсць бодзі-пазітыў зараз, вось так, і гэта. Іншыя кажуць, што ўвогуле бодзі-пазітыў гэта калі людзі ўсё ж такі сочаць, яны трэніруюцца, займаюцца і спрабуюць там, вось, што гэта? Што гэта за з'ява? Да, это очень часто вопрос ко мне, потому что на сегодняшний день я много пишу. В последнее время мало, но в целом у меня есть блог о плюс-сайзе, называется он «Сладкие складки». Я пишу в Телеграм-канале и у себя в Инстаграм на эту тему. Дело в том, что я считаю, у каждого человека есть свое субъективное мнение на все. Неважно, это сексуальное меньшинство, это движение бодипозитива, это там, к примеру, не знаю, что там еще. То есть всякие модно всплывающие, в общем, истории, да, и каждый человек вправе сам для себя обозначать, что для него бодипозитив. Так вот, есть суждение, что бодипозитив — это, в принципе, исключение тела как ресурса, по которому можно встречать, да, по которому можно давать оценку человеку. То есть тело не участвует в этом процессе вообще. То есть мы судим людей по их внутренним качествам, по их заслугам, по их достижениям в жизни. И второе суждение, которое есть, это как раз-таки то, о чем вы сказали, это когда люди берут из понятия бодипозитив тело позитив, то есть позитивное отношение к своему телу, соответственно, забота о здоровье, забота о качестве жизни, чтобы не было отдышки, когда мы поднимаемся на 3-й этаж, да, чтобы было комфортно передвигаться на своих собственных ногах, чтобы в норме были сердечно-сосудистая система, да, вены и все остальные системы нашего организма. Я очень много пишу о том, что на сегодняшний день понятие бодипозитив, учитывая, что у каждого есть субъективная точка зрения, очень сильно извратили. И многие на самом деле пропагандируют не совсем то, что близко мне. Потому что я знаю точно, что в Инстаграме сидят маленькие девочки, которым уже с 10 лет дети сидят в телефонах в Инстаграме, может, даже и раньше. Они все это читают, впитывают это в себя. И потом происходят очень разные истории. Потому что непринятие себя и своего тела — это в первую очередь проблема головы. Тело — это как, знаете, лакмусовая бумажка. Когда мы что-то в голове себе придумали, и потом тело начинает нам выкидывать финты.
И мое отношение к бодипозитиву — это исключительно позитивное отношение к себе, своему телу. Мы не плачем из-за того, что мы поправились на 5 килограммов, но мы не изнуряем себя бесконечными тренировками до потери сознания, до пульса в 200 ударов в минуту, чтобы похудеть на 100 граммов, когда мы поправились. Да? То есть, у меня отношение достаточно такое лояльное, хорошее. Мне важно, чтобы в любом теле люди чувствовали себя комфортно и могли полноценную жизнедеятельность вести. Вот скорее так. Ось наконт повноцінної життя, так, ви скажи, коли ласка, Ванеса, які увогуле ёсць, такія праблемы зараз, мабыць, там сацыяльныя нейкія, там, мабыць, вось тое, што мы казалі пра адзенне, там, як, там пошукі, так, у Беларусі, якія зараз менавіта ў Беларусі ёсць праблемы бодипозитивных людей? Естественно, это искать одежду. Да, это безусловно, особенно когда фигура нестандартная, да. В любом случае тяжело найти одежду. И не каждый дизайнер хочет шить на размеры плюс сайз. Мы толькі сёння ў рэдакцыі абмяркоўвалі, што увогуле ёсць дызайнеры, якія кажуць, што яны толькі ў іх памеры М, XS, і ўсё, нават L. Я вам потом объясню, почему. То есть, в любом случае, даже и такое есть, да. Коснемся, коль мы затронули эту тему, даже нижнего белья, извините, но даже его тяжело найти. И, наверное, это все связано с тем, что очень многие, если говорить откровенно, не хотят себя ассоциировать именно с плюс-сайз. Им это неинтересно. И то ли они боятся этого, потому что, как ни крути, хотелось бы, чтобы было как в Европе больше. Акцент на то, что даже вот если сравнивать с Украиной, в Украине больше выбора плюс-сайз, в Москве больше выбора плюс-сайз, а в Беларуси этого нет. Ты казала, что распавядзеш чаму? Да, на самом деле я сейчас очень интересуюсь плотно вопросом одежды, потому что у меня в плане запустить бренд одежды для девочек плюс-сайз, но это будет скорее такой нарядный вариант плюс-сайз, а не повседневная одежда. А так как я певица и артистка, у меня есть реальная проблема, где покупать себе нарядные вещи на сцену. Я придумала несколько моделей, и сейчас вот занимаюсь поиском тканей, и уже нашли, где шить. Это будут регионы. И мы ищем сейчас непосредственно ткани. И когда я обращалась к производственникам, все говорили, у нас есть лекала до размера L максимум. Мы больше шить не можем. Если нам нужны большие размеры, нам нужно переналаживать производство, нам нужно переделывать лекала, там совершенно другие лекала. И все вот это слово лекала у меня залипло в голове. Думаю, господи, что же такое? Как же так? На самом деле просто нужно чуть больше поработать, как создателю, например, бренда одежды, чтобы это сделать. И больше усилий, соответственно, больше денег потратить. На что наши производители не хотят тратить деньги, время и силы по той простой причине, что рынок небольшой. Наш всего Беларусь, там 10 миллионов населения, да. Из них Минск только 2. И плюс-сайз, и стильную моду плюс-сайз будут уважать очень-очень маленький процент. И это огромный риск шить одежду плюс-сайз, потому что ты можешь ее не продать, соответственно, как бизнесмен не состояться. И если у тебя нету какой-то рекламной кампании, плана, как это все продвигать и продавать, то, возможно, ничего не получится. У меня планы масштабные, выходить на СНГ, и поэтому я не очень боюсь. Но в Беларуси на самом деле сложно. Что касается и белья, и одежды, и обуви, это проблема. Это проблема. Зразумела. У нас засталося зусім мало часу. Вось мы вернемся, напэўна, ўсё ж таки до конкурсу, так? Скажите, калі ласка, на ваш пункт гледжання, так? Навошта такія конкурсы? І увогуле, што даст вам тое, калі вы ўсё ж таки пераможаце ў мясцовым кастынгу і поедете на конкурс «Мисс Мира»? Вообще такие конкурсы, они нужны для того, чтобы женщины, даже, я сейчас не говорю о себе, у нас очень большой процент девушек, женщин плюс-сайз, у которых уже есть дети, то есть рожавшие, которые располнели и не могут похудеть. И для них это та же возможность вспомнить, что такое женщина, как можно быть прекрасной женщиной и вспомнить любовь к себе, то, чего не хватает, хотя бы минимум это. Что касательно, что даст мне, именно если меня возьмут в топ-5, я вот как и Маша, она хочет открыть бренд именно своей одежды. Меня интересует нижнее белье. У меня уже эта мысль
год и больше, и кожаные аксессуары. Вот. И я бы хотела бы сделать на этом акцент. Выдатна. І гэта будзе наша беларуская Эшлі Грэм, таму што Эшлі Грэм, наколькі я ведаю, распрацавала серыю купальнікаў калісьці, таксама былі такія праблемы. Я выбачаюся, у нас зусім няма ўжо часу. Вялікі дзякую вам, паважаныя слухачы. У студыі была Марыя Вайтовіч, нашыя госці, удзельніцы праекту «Міс Беларусь плюс сайз».